что же, провожаем мы Евгений Моноедко в город Минск. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас мы сядем на автобус. Значит, отправление у нас 22:30. Прибытие у нас будет в 8 утра. Пойдемте на перрон номер 10. Всем привет! С вами Джек Студиос и Серж Гейм ТВ. И мы отправляемся в наше путешествие в Беларусь, в город Минск. Стоимость билета составляет 1500 в одну сторону. Ну, в общем, я 2600 потратил туда и обратно. Вот. 22:30 у нас, время прибытия в 8 утра. Ехать 9 часов. Получается, вот она автостанция Щелковская. Сейчас здесь у нас погранцы проверят вещи, соответственно, и пройти уже можно в автобус. Ну что тогда, вот. Надеюсь, ты не потеряешься. Ну вот, наш автобус подъехал. И мы сейчас на него сядем. Вот мы и прибыли в город Минск. Город Минск появился около 900 лет назад у слияния рек Свислочи и Неминги. В летописях он также назывался как Минеск, Менск. Происхождение этого названия имеет несколько версий, одна из которых связана с былиным богатырем Минеском. Краткая история создания Минска может начинаться с первого упоминания в летописях о Минске, относящейся к 1067 году. На реке Немиге произошла битва, которая описывается также и в слове о полку Игореве, в результате которой Минск был разгромлен, а жители взяты в плен. Междуусобные княжеские войны неоднократно стирали с лица земли Минск, но он, как птица Феникс, возрождался. Вплоть до 13 века город был предметом спорта удельных князей, а в начале 14 века Минское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, а в 1569 году в его составе объединилось с Польским королевством, образовав федеративное государство Речь Посполитую. На несколько веков минские земли получили мирную передышку. Минск активно рос и развивался, и к середине 18 века стал важным экономическим и культурным центром Речи Посполитой. Постепенно православие уступает место католицизму. Белорусское дворянство смешивается с польским. Русско-польская война с 1654 по 1667 годов нарушила многовековый мир. В результате Минск был в очередной раз полностью разрушен. В результате Северной войны город был захвачен в 1708 году шведами, а затем в 1709 году взят русскими войсками. Разрушения сказались и на экономике. Наступил период экономического упадка. Город перестал быть значимым в Речи Посполитой. С 1793 года в результате раздела Речи Посполитой Минск вошел в состав Российской империи как столица Минской губернии. Начался новый этап развития, выросла численность населения, отстраивался город, улицы замощены булыжником, открылся первый общественный парк, библиотека, театр, вошла первая печатная газета,
началось строительство двух- и трехэтажных домов. Дома строились только каменные. Через Минск прошла железная дорога Москва-Варшава, которая дала новый толчок развитию города. Появился водопровод, телефон, электростанция. В городе насчитывалось 23 учебных заведения. В 1912 году население Минска составило уже 100 тысяч человек против 3000 человек в 1709 году. В 1919 году была образована Советская Социалистическая Республика Белоруссия, столицей которой являлся Минск. До начала Великой Отечественной войны Минск активно развивается. Наука, образование, промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Минск становится важным экономическим центром страны. За время войны с 1941 по 1945 годов Минск был почти полностью разрушен. После окончания войны город был восстановлен в кратчайшие сроки. Минск снова стал экономическим и культурным центром и стал еще прекрасней. И сегодня Минск является крупным, современным, развитым городом, служащим украшением и гордостью Белоруссии. Я приехал в этот замечательный город 27 марта. Ехать на автобусе, конечно, долго, но сиденье удобнее, открылся назад. Я поспал, вот, правда, немного устал сидеть. Ну, немножко было некомфортно. Ничего, приехал. Сейчас мне надо найти обмен валют и поменять деньги. Обменяли деньги на белорусские рубли, немного перекусили, ну и пора искать гостиницу. Ну, вроде бы мы нашли гостиницу. Пойдем узнаем цену. Но эта гостиница оказалась очень дорогой. 200 белорусских рублей только за одну ночь. Не пойдет. Вот, мы нашли еще одну гостиницу Минск. Посмотрим, сколько стоит чего. Не, эта гостиница тоже немного дороговато. 160 рублей за одну ночь. Мы нашли еще одну гостиницу «Экспресс». Надо узнать, сколько здесь стоит. Сняли такую гостиницу. Вот такую. Нам нужно найти номер 86. Вот нашли. Ну вот, здесь такой небольшой номер. Вот. Довольно уютненько. Такая небольшая комнатка.
Вот, есть сиденье, есть телевизор. Ну, немножко отдохну и пойду смотреть город. Так, ну мы здесь находимся, идем в кафе, там же в гостинице. Я не знаю. Ну, вот такая столовая. Вот. Короче, я себе взял обед. Салат, суп, рассольник, картофельное пюре, отбивная. Ну и так, пообедали, теперь пришло время прогуляться по городу. Что у нас?
Здравствуйте. Я представлюсь, наверное. Меня зовут Роман Соколовский, мне 15 лет. Живу в городе Минске с самого рождения. Вот. Сам город был основан в 1067 году, точнее, первое упоминание о нем было. Вот. Город сам по себе достаточно большой и красивый. Много интересных мест, где можно погулять, насладиться, в принципе, атмосферой и архитектурой города. Как раз таки тут речка Свислочь. И вообще, в принципе, достаточно комфортное место для прогулок, скажем так, для разговоров, будем говорить так. Вот, что еще можно рассказать про город? Население нашего города это 2,5 миллиона человек. То есть, ну, Минск, понятно, это столица нашей любимой республики Беларусь. Именно красивый город Минск можно наблюдать как раз таки только здесь. Мне кажется, как и в любом городе, есть какой-то как район гетто. У нас такие тоже имеются. Вот. Совет для всех, кто собирается приехать в Минск, лучше туда не заезжать. Можно повстречать опасных людей. Ну, из известных улиц, где можно побывать, это улица Карла Маркса. Вот, тоже, вот, где можно более-менее проследить архитектурный ансамбль нашего города. Вот. Самый большой, наверное, проспект, по которому можно проехать, это проспект Независимости с 8 полосами. То есть, вообще Минск строился как большой новый город в Советский Союз, где большой поток, большие улицы, большие дома. Вот. То есть, ну, город сам по себе с большего красивый, и всем туристам можно сказать, что стоит его посетить обязательно. Находится, как вы видите, Национальный академический вокальный театр оперы и балета. Этот памятник посвящен Максиму Кагановичу.
посвящен Владимиру Мулявину. Много разных магазинов, в том числе аниме-магазины, много интересных людей с интересной внешностью. Никто ничего не скрывает друг от друга. Минск очень крутой, да, Минск очень крутой город. Можно, Не считая дурацких школ. да, дурацкие школы, молодежь такая пошла, да, что вообще. Smile your face, everything we take. I've been watching you every single day. In every word you say, every smile your fake, everything we take. I've been watching you. Can't you see you belong to me? All my blue hearts, every step you take, every move
Минск, это столица Беларуси. В Минске живут очень добрые, честные, хорошие люди. Вот здесь буквально пару минут назад проходил известный довольно-таки музыкант Макс Корж, который знаменит не только в Минске, но он уроженец Беларуси. Вот, в Минске очень круто, на самом деле, да. Крутые места, можно много где пофотографироваться. То есть, да, в Минске очень круто. Теперь я хочу попробовать белорусские драники. Так, вот. Так. Драник 12, да? Это стоит, это один, да? Это одна штука? Например, драники от шеф-повара это два классических больших драника с мясом. Ага. Я хотел бы попробовать драники с мясом вот, от шеф-повара. 12, да, стоит? Это 2, да? Что два? Ну, драника. Два драника, да, с мясом. Вот мне принесли драники. Ну вот мы поужинали, попробовали драники. А около этой скульптурной композиции, кстати, тоже Владимира Жбанова, любят фотографироваться не только гости столицы, но и сами минчане. Это экипаж с запряженными в него лошадьми. Сейчас этот экипаж умчит нас по улицам Старого Минска. Отличная прогулка у нас с тобой получилась, Назар. Суперская! А сколько классных фотографий! А я там красивая получилась? Да, будет что показать друзьям. Да красивая, красивая, ты не переживай. Сколько же в Минске чудесных скульптур! Ага, все, спасибо большое, всего доброго. Вот, метро так выглядит. Вот так. Респект. Нельзя, не подскажете, а площадь Ленина вот в эту сторону? Площадь Ленина вам надо доехать до Купаловска. До Купаловска, вон там вот Купаловская, следующая станция метро. И там нужно будет на переход перейти, да? Да. Хорошо.
ближе, чтобы вы не запутались, потому что пройдет очень быстро. И прямо в первый вагончик и на левой стороне сюда. Да, все, спасибо большое. Mind the closing door. Moskovskaya linie, Pavlovskaya station. Transfer to the Moskovskaya line. Переход на московскую линию. Станция Институт культуры. Осторожно, дверь зачиняется.